На улице посветлело. Более-менее так. Облака там разошлись. Может чуть-чуть подморозит ночью. Прохладнее станет. Вот так. Иду потихоньку. Шагаю. Даже и рассказать нечего. Даже и рассказать нечего. Какие дела в тайге творятся. Видел следы у куницы. И больше ничего. Но здесь, как и говорил, куниц следов меньше, мало. С чем это связано, пока не понимаю даже. По ельнику хорошо идти. Если бы нас снег пошел, замучился бы уже давно. Там нужны лыжи. Завтра на лыжах пойду. С утра вернусь за лыжами. Лыжи возьму и где-то часик на лыжах. Капканы настораживать. Время займет меня. И уже быстренько обратно на избу. Все убраться. Брать за собой и вон эти следы тоже куницы. Это куница пошла. Тоже уже под снегом. На пару дней она уже как прошла. Вон речка налево пошла. А я стараюсь вот так напрямик срезаю. Примерно ориентир так. Беру большие березы. И на них ориентируюсь и иду параллельно им-то есть. Тоже один и тот же след. Не знаю, какая будет охота в 2019 году. А 18 год, конечно, ничем не порадовал. Осенняя охота, конечно, прошла так себе. Ну, не пустые, но и не пусто и не густо. Так, опять уже чуть-чуть левее надо взять. Видимо, река вон туда пошла. Чуть градус поменяешь и буреломы и так. Кустарник и буреломы. Мелкий снег идет. Даже незаметно на камеру, если присмотреться, видно. Надеюсь. Мелкий. Сижу, отдыхаю, ребята. Вон там такой Майдан. Вон, смотрите.
Это выдры, следы там. Короче, они кормятся на льду. Здесь, наверное, рыбу поймают. И на льду они там кушают. Бывает весь в крови там лед. О, сколько раз они поднимались, спускались. Не знаю, тут они или нет. Минут 5 посижу, понаблюдаю. Там еще с этой березой там тоже открытое место. Я уже, можно сказать, на своей территории. Выше избы, но уже сюда тоже также поднимаюсь. На лодке бывает, на рыбалку. И все уже знакомо мне. Каждое дерево, каждый поворот. И до темна я успею, в принципе, сегодня до избы добраться. Самое главное, эта проблема была перейти речку. Не знаю, что там, какая река там возле берега, открыто, не открыто. Я осторожный человек, всегда проверяю перед тем, как наступить. И сегодня тоже не перешел, пока я не нашел валежник, скажем, для страховки. И главное, следа по снегу нету, ни одного следа. Не видно, там выходят. Может, где-то еще выход есть. После них мало что остается. Это круглогодично надо разрешить охоту на выдры. Это бестолковые зверьки. Толку от них нету никакого. Только пожирают все подряд. После них хариуса не остается вообще. Ловкие умудряются ловить рыбу. Вот так я сейчас минут 5 посижу еще и дальше пойдем. Усталость накапливается. Третий день уже на ногах. Один день, вот целый день мы поднимались. Вчера тоже целый день бродили до 2 часов. С 8 до 2. И сегодня также ходим, бродим. И нифига, лес пустой. Одна пустота, тишина. Не поленился, подошел. Вот смотрите, сегодняшние следы еще. Вот. Он туда пошел, он туда. И там он, не фокусируется. Короче, он, вот сюда еще не обледенело, еще ничего. Короче, он туда зашел. Вот следы. Ну, сегодня с утра, наверное, он выходил. Или может днем. Но крови нету. Обычно, когда они рыбу кушают, крови остается. Что-то их не видать. Но здесь ручей выходит. Вот тут. Надо перейти вот этот ручей. Здесь крутой спуск, подъем. Очень крутой. На лыжах я один раз переходил этот ручей. На всю жизнь запомнится. Опа! Опа! Наверное, я упал. В этих случаях главное, чтобы оружие не ударилось.
шурчит. Вон там валежник. Блядь. Чего тут? Я говорю, здесь вот переход вообще ужасный. Ну да. Вот тут я перейду. А на лыжах вот зимой. Представляете, что тут? Ни на лыжах, ни на пешком. Тогда сугробы по пояс в таких местах. Лыжи снимешь, там провалишься. Вон открыто. А на лыжах, ну, было дело, переходили. Так, по новичкам, конечно. Новичкам трудновато. Блять, все цепляется. Ладно, пока снимать ни хрена не буду я в таких местах. Просто надо осторожно перейти. Если упадешь вон туда, в человеческий рост глубина, там уже вдали лыжня моя. Короче, я рюкзак здесь оставлю и схожу еще до своих лыж. Потому что если на завтра ставлю, ну, есть время у меня сейчас. Есть время. Если с утра я за ним побегу, я схожу быстро и спотею. Так, ну вот. Ну, сейчас уже можно смело говорить, сказать, что мы уже на месте, дома практически, так сказать, на избе. Ух, подустал даже, блин. Сейчас я глотну чаек, попью чаек и по-быстрому бегло схожу за лыжами. А там посмотрим. Пересек рябчик мою лыжню. Вот сегодня он прошел. Сегодняшний. Вчера я на лыжах здесь прошел. Вон туда, вон туда пошел. О, камушки от снег он туда раскидал. Ага. Тут белки вон тоже бегали сегодня. Этих мелких зверьков в этом году очень много. Ну и рябчики тоже сегодня, ну, примерно 5 местах видел следы у рябчиков. Семена еще остались в тайге. Может, в будущем году какой-то урожай будет. Ну вот. Дошли наконец-то и до лыж. Вон стоит. Лыжи мои ждут. Волки не утащили мои лыжи. А там капкан поставил. Короче, капкан поставил сюда. И лыжи оставил. А дальше уже пошел пешком. И целый день бродил без лыж. А завтра мне лыжи понадобятся. Самодельные мои лыжи. Так, крепление. Не знаю, крепить или нет. Здесь так, наверное, идется. Крепления выпадут.
Все. Обратно пойдем. Сейчас уже по своей лыжне. Так. Не спеша. Крепление не прикрепил. Все, сейчас к рюкзаку возвращаемся. Дальше там, наверное, оставлю я лыжи завтра на этом берегу еще. Придется вон, смотрите, сколько семьян шишковали тут. И все вот только эти, как сказать, ну, вот семена вот эти, как крылья. Так, фокусируется. Тын-тын-тын-тын-тын. Ага. Вот. И семена объедено все. Съели семена. Так, где? А, вон семена. Так, сейчас. Вон там маленькое черненькое пятнышко. Это семена у елки. Вот это клесты кушают. И также белки. И вон сколько их тут. Очень много. Тут, короче, вот что остается от шишек. Семена они кушают, шишки, как сказать, объели все. Там природа кормит птиц, зверей, зверюшек. И вот, скажем, если у елки, ну это 1000 раз говорю, если вот такие семена, шишек много на деревьях, вот и весной уже шишки раскрываются, семена выпадают. И эти семена кушают, кормятся этими семенами боровая дичь. Косачи, рябчики. И они становятся более крепкими, атакуют потом хорошо. Это я частенько так говорю. Много фильмов вы уже слышали подписчиков, кто с первых дней со мной. Бывают там подписчики, ну, первоначально там комментарии оставляли, и потом они исчезают, такие подписчики. Но как ни странно, эти подписчики еще со мной. Потому что бывает там раз в полгода она оставляет комментарии. И думаю, что все уже отписались, ушли с моего канала. Оказывается, не так. В любой момент они появляются и пишут комментарии. Так, есть активные подписчики, которые все время оставляют комментарии. И, если честно, даже я сейчас многое узнал по вашим комментариям. Многие советы тоже запоминаю, что я много не знал. Там бывают такие моменты. Кто-то из моих видео что-то узнает. Так что, если, ну, YouTube, как и даже где-то я в комментариях читал, YouTube свободный, как сказать, это соцсеть или нет? В соцсетях там много чего писать нельзя, блокируют и всякая ерунда такая. Сам вот, скажем, ВКонтакте или в Одноклассниках. А в Ютубе есть свобода слова. И, конечно, там пишут
негатив, и положительные, и негативные комментарии. Все идет в ютубе. Ну не могу объяснить, короче, я. Хочу, но не могу вот слов подобрать по-русски, чтобы красиво получилось такое предложение. Руками, ногами могу показать, а на русском языке уже что-то клинит опять, заклинивает. Вот так. Все, короче, завтра домой. Все, это уже решено. Это уже решено. Прогулялся. Я дома, как сказал жене, не надо в лес. И не надо перечить. Или я буду злым. Так и есть. Когда я хочу в лес и какие-то препятствия там в жизни, всякое может быть там, как-никак воспитываем сыновей, там, щам, то одно, то другое, то один заболеет, то еще какой-то момент. А мне хочется в лес, и расписание меняется, все. Я тогда начинаю злиться на все. На всех и на весь мир вообще. А сейчас я побыл вот 2 дня, 3. Третий день сегодня, завтра 4. Мне так хорошо сейчас. Я возвращаюсь домой, хоть пустой, но мне хорошо. Я получил удовольствие от всего этого. От этого похода зимнего. Прекрасная погода, прекрасная. Свежий воздух. Усталость. Я доволен всем этим. Слышно, какая тишина. Просто сейчас мало что видно, вот все в снегу. И такое место здесь, возле рек. Бродил пешком. Пешком легче. По еловым местам, по таким вот, что я снимал в эти дни. А завтра уже буду немножко похожу по сосняку, более по открытому месту, наверное, как получится. Не больше час-два, наверное. Больше 2 часов, но никак. Это уже я много сказал. Ну как много. Это на многое рассчитываю. 2 часа это слишком. Потому что у меня целый день еще придется идти до машины. Ну, полыжни там быстро. Посмотрим. Утро вечера мудренее. Проснемся. 8 часов выйдем. Бродим еще. И газку домой. Конечно, есть еще уголки, где точно я знаю, где можно увидеть глухаря. Но туда идти далеко. Я вот ходил, вот осенью показывал. Только в одну сторону, 8-9 километров. А сейчас не успеваешь. Тяжело ходить по зимней тайге. Осенью, конечно, больше километражи я наматываю, но сейчас меньше. Да, и из-за одного глухаря как-то такую даль. Еще увидишь или нет, всякое может быть, там может и никого нету. Осенью оставались еще как-то, видели.
хитрых глухарей. Ну пусть. Там писать комментарии, там всех глухарей перестреляешь, там таковать будет некому. Всех все равно ты никак не подстрелишь. Один-то всяко останется. Главное, капалухи не надо подстреливать. Ну, этих дозмер, глухарьки. Их надо оставлять. А глухарь-то один-то все равно есть. Он и одного хватает на токах. Все равно, если крепкий хороший ток, там... Я на глухариных токах не был, но знаю, где тока, но не ходил. А видно, как в фильмах я смотрел, и петух, самый главный, который, он никого не подпускает там. Молодые там подходят, там всех сразу разгоняют. И все, прижав хвост, убегают. Только остается самый крепкий самец. И аккумулятор все мигает. Ну, шкалы уже нету. Красная что-то там мигает и все. Оказывается, сейчас выключится. В тепле подержал. Шкала появилась. Опа. Ну вот. Так. Это уже наш переход. Вот так. Он такой нехитрый переход сделал тут. Вон как все висит, блядь, лед. Кольский. О, как все скользит, блядь. Вон так. Вот такой переход. Сейчас все замерзло. Так все в воде было. Невозможно пешком даже ходить. О, как замерзло все. Четко. Да. А вот тут что творится. Представляю, какой грохот был, когда вода падала и этот лед ломался. Шумно, наверное, было. Потому что я один раз попадал в такую ситуацию. Когда большая, ну, ниже, чуть в сторону, и там вода уже. Вон. Просачивается. А тут все замерзло. Капитально. Хотел вон там сперва сделать переправу. Непонятно, бы там открыто, не открыто там. Потом передумал вот тут. А там чуть выше, вон там, где конец палки. Вон там вообще там течение огромное, и там, думаю, открыто все. Обманчиво сейчас по реке ходить.